15 800 гектаров земли. Такая территория присоединяется к Кыргызстану после подписания соглашения по Кемпирабадскому водохранилищу. Если обратиться к истории, то в 1965 году наша страна при строительстве Кемпирабада получила от соседней страны 4127 гектаров в качестве компенсации. Эти земли вошли в Алабукинский, Аксыский, Ноокатский и Кадамджайский районы. За Узбекистаном в эти годы оставалось 300 гектаров. При решении нынешнего вопроса с водохранилищем в пользу Кыргызстана переходит еще 1000 гектаров в Узгенском и Сузакском районах. Местные жители считают, что соглашение по Кемпирабаду содержит выгодные для Кыргызстана условия. Если ранее водохранилище полностью находилось под контролем Узбекистана, то теперь плотина будет под совместным управлением. Также спущен уровень воды с 908 горизонта до 900 горизонта. Этим освобождается 1245 гектаров земли береговой линии, которая переходит к кыргызской стороне. Теперь местные жители могут использовать эту землю для сельского хозяйства. Нам сказали о снижении уровня воды с 908 горизонта до 900 горизонта. Для жителей сел близ Кемпирабада это очень хорошая новость, так как ранее при строительстве туалетов и септиков повышенный уровень воды приносил нам много неудобств. Нельзя было выкопать яму глубже 3 метров. Кроме этого, освобождается больше 1000 гектаров береговой линии. Эту землю жители могут использовать для сельского хозяйства. Земли, которые мы могли использовать в сельском хозяйстве, оставались под водой. Теперь же после снижения уровня воды территория освобождается, и мы можем эксплуатировать ее с пользой для себя. Например, можем пасти на этих участках скот. Уже сейчас уровень воды заметно снижается. Мы практически не используем воду из этого водохранилища. Земли нам нужны для пашни и выпаса скота. В свою очередь позитивно отзываются об условиях соглашения и эксперты. Они подчеркивают, что нынешнее руководство страны нашло выверенное и оптимальное решение многолетнего спорного вопроса по Кемпирабаду. При решении приграничного вопроса с Узбекистаном интересы Кыргызстана были строго соблюдены, подчеркивают в экспертном сообществе. Именно сейчас принятие взаимовыгодного решения является оптимальным вариантом, говорит Ширадиль Бахтуолов. Поэтому, когда речь идет о совместном управлении, это в первую очередь речь идет о том, что будут соблюдаться интересы кыргызской стороны, касающиеся поливной земли, плюс определен верхний уровень, а это горизонт 900. До этого был горизонт 908, что приводило к затоплению домов, подвалов близлежащих сел. Политологи отмечают, что достигнутое соглашение будет способствовать обеспечению неприкосновенности, территориальной целостности и суверенитета двух соседних государств. Самое главное, документ позволит полностью устранить напряженность и угрозы, приводящие к конфликтам в приграничных районах. Сейчас мы получаем плюс еще 19,5 тысяч гектар. То есть наше государство более 200 тысяч квадратных километров. Это значимое превращение нашей границы. Причем это и на этих местах есть и луга, есть и горы, содержащиеся редкие драгоценные металлы. Так что в целом достигнут очень разумный компромисс, в результате которого мы очень значимо, наша страна прирастает территорией. А это уже на века вперед. И, конечно же, получив уже оформленную границу, подписанную президентами, одобренную парламентом обеих стран, мы закладываем совсем другой уровень отношений, как с Узбекистаном, так и для международных доноров, которые готовы инвестировать теперь в приграничные, трансграничные предприятия, бизнесы. Потому что наличие границы – это главный факт того, что государство, во-первых, состоялось, а во-вторых, оно безопасно, и туда можно инвестировать. Свое мнение по Кемпирабадскому соглашению озвучил и первый президент страны Аскар Акаев. Он признал, что в истории независимого Кыргызстана проблему водохранилища не удавалось решить десятилетиями. Поэтому Акаев призвал поддержать данное соглашение, ссылаясь на его положительные стороны. Нашло общий язык взаимопонимания, пришло к компромиссу по разрешению пограничных споров, вопросов с соседним Узбекистаном, правительством Узбекистана, то, конечно, это весь меня очень обрадовало, потому что эти вопросы не могут вечно продолжаться, их надо решать. Причем решение пограничных споров, вопросов возможно только на основе компромисса, на основе взаимных уступок. Вот некоторые считают, нет, должно быть только по-нашему и никак иначе.
но так межгосударственные проблемы не решаются. Отметим, что при подписании соглашения к Кыргызстану перейдут Гавасай, Гоксерек, Баястан, Карабелес, Ахташ и Унгарто. Соглашение по определению участков кыргызско-узбекской госграницы уже рассмотрено в Комитете по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша. Были даны разъяснения по участкам, которые перейдут к Кыргызстану. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөндөгү участоктарды калтырып жазууга жетишилди. Биринчиси бул Гавасай участогу. Гавасай участогу Алапка районунда. Участок Гавасай расположен в Алабукинском районе. Его площадь составляет 12 тысяч гектаров. Он переходит к нам из-за того, что узбекская сторона не построила левый береговой канал. Также нам переходят участки Куксерек площадью в 105 гектаров, Баястан 212 гектаров, Унгарто 35 гектаров. В Унгарто расположены антенны телеканалов и мобильных операторов, а также линии радиостанции. На баланс государства также переходит село Ахташ в Карасуйском районе. Ее площадь составляет 100 гектаров. Это позволит расширить территорию города Карасу. Также на этом участке планируется строительство предприятия по очистке загрязненной воды. Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша в 3 чтениях одобрил соглашение о кыргызско-узбекской границе и совместном управлении водами Кемпирабадского водохранилища. Отметим, что общая протяженность границы с Узбекистаном 1314 километров. Из них было определено 85%. По данным ГКНБ, все решения принимаются по обоюдному согласию. Мыйзамдын ратификациясын добушка коем, добуш бериңиздер. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул, рахмат, кабыл алынды. Ахнур Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.